Телепрограмма «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска продолжает исследование старого кладбища в местности Хатынурях, столице Якутии, города Якутска, для создания сквера памяти поколений. Мы уже рассказали о семье Лукиных, который имеет целый сквер захоронений, включая героя Великой Отечественной войны. Сейчас идет работа над историко-культурной экспертизой для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия данного кладбища. Необходимо установить, когда это кладбище появилось, и имена захороненных людей. Мы встретились с потомком казацкой семьи Новгородовых, Страулуковым Дмитрием Васильевичем. Когда-то здесь семья Новгородовых имела свои заимки, поля, вела крестьянское хозяйство. С Дмитрием Васильевичем мы провели небольшое исследование старого кладбища. Вот сейчас мы находимся в конце этого кладбища, но мне кажется, это не конец, да, по вашим сведениям? Да. Вот тогда... Отсюда вот начинается. Вот это племянница моего деда похоронена. Вот тут, да, вот этот крест, ага. Это Екатерина Степановна Новгородова, она, мне бабка приходится. Ну, не родная, но как вот, она племянница моего деда, потому что она дочка брата Новгородова, Степана Новгородова. Вот это вот могилы чьи? Вот это моего деда, моего деда и бабки моей. Новгородова Дмитрия Степановича. Вот. И это Татьяна Васильевна Новгородова, ну, она, Шепелева ее фамилия, девичья. Он ее, короче, украл в табаке дед. Это самое, в морозы привез ее, на Кашовке привез. А когда все Шепелева-то братьев там много было, собрались, приехали, а он дверь открыл, говорит, самовар, говорит, заходите, говорит, в гости. Ну, дед, он в совхозе работал, раньше же как, он пахал, сеял, там рожь сеял, вот, у него место было. Новгородов Дмитрий Степанович был председателем колхоза и получил за свою работу орден Трудового Красного Знамени. Открылся интересный факт. Жена Дмитрия Степановича, Татьяна Васильевна Шепелева, в замужестве Новгородова, является родной сестрой отца известного межлотоведа Якутии Виктора Васильевича Шепелева. Так что просим откликнуться семью Шепелевых, потому что на этом кладбище похоронен младший брат Татьяны Васильевны, Григорий, чтобы определить его захоронение. Вот это дядя, которого сбила машина. Да. Он на велосипеде ехал на работу, и вот его сбила машина. А вот сейчас мы рядом идем, да, и смотрите, здесь что за могилы? Чьи они? Вот это я не знаю даже, вот это. А примерно хотя бы, видимо, по ГОСТам, если брать, более свежие могилы, да? Здесь тоже вот похоронено было, вот здесь вот, видите, вот тоже похоронена яма, вот там тоже вот, ну это же видно вот. Здесь еще кто-то похоронен? Тут еще кто-то похоронен. Вот. Где-то здесь, вы говорите, еще похоронен Шепелев, да? Да, Шепелев Георгий Васильевич, это вот моей бабушки, вот той бабушки, родной брат младший. И Шепелев-то много. Вот здесь я вижу 3 погоста. Да, вот где-то здесь вот похоронено. И вот еще я смотрю. Да там много было. Вот сейчас этого нету, как его, крестов нету. Можете рассказать вот по тому краю кладбища? Ну, потому там вот это Рыбниково похоронено, они Алёкинские. Вот там вот где-то вот похоронено это. Вот смотрите, вон там Терентьев лежит. Терентьев, да. Здесь мы не знаем, кто лежит. Угу. Терентьев надо вот Белое озеро вот это. Ну, они тоже, это Терентьев, они тоже здесь жили. Он коневодом он был, это Терентьев, это брат вот этого. Да? Смотрите, рядом еще могилы. Еще есть. Вот это, наверное, Терентьевы тоже? Тоже Терентьев, однако, да. Тогда было заведено именно по родам? Да. Вот Терентьев, однако, баба Акулина, вот это вот еще тут похоронена, однако. Терентьев, как ее, Акулина, хорошая такая, это, женщина была, это пацан же был. Они постоянно какой-то праздник, они у нас собирались вот. К сожалению, надписи. Что? Нету? Надписи. Ну, сорвали.
Тут фотографии, все было, видать, и сорвали все. А как вы считаете, это сделано было намеренно, да? Да, конечно, намеренно это. Ну как это? Я же помню у дяди Люши-то, это не крест был, а звезда была. А нету? Великая Отечественная война коснулась и семьи Новгородов. Член семьи Алексей Новгородов пропал без вести под Ржевом. Второй Алексей прошел всю войну и остался работать на севере, где его следы затерялись. Это пока не полные данные о семье Новгородовых. Дмитрий Васильевич Тракулов показал родовую усадьбу семьи Новгородовых, а точнее якутскую, казацкую юрту, где он вырос. Место вот это потомство, тут мы родились, выросли, вот эта юрта вот здесь. Мама моя родилась здесь, по Винухе, раньше тоже это, как его, ну и мы тоже здесь вот. Ну, правда, брат уже родился там, в роддоме. Ну, вот юрта, дед ее в 1905 году купил. Дед мой, в Новгородах. Вот. Как вам удалось сохранить ее? Ну, тут жили еще, вот, только вот позапрошлом году съехали. А так жили все, вот. Мое детство все тут прошло. Зимой мы тут, отец, потом мы уже это делали, это, чтобы тепло было, там 2 печи. Вот они, видать, это вот, карбаза раньше были, вот это вот. Это у нас была вот эта жернова, вот эта бабушка моя вот, крутила это. У нас жернова. Да, жернова вот это были вот. А жернова это использовались типа мельницы или для размещения? Руками, да, кидая это, засыпали зерна и это вот, крутили-то. Ну, вот это жернова. Ну, что здесь грустно? Сколько лет? 905 года говорите, да? Он купил, 905-го, она уже стояла уже, там жили люди. Вот. А так-то она старше, это считай, вот сколько лет. Это вот камелек, вот там русская печь, вот там вот камелек, здесь вот, тут печка стояла тоже вот, это, отец принес, американская такая вот она сюда это, топила нас. Телят, ну, потом отец сделал вот тут был земляной, и там тоже земляной было. Тут это держали, вот Мартина превратились корова, так они вот здесь держали вот это. Это ларь, вот это ларь. А, да. Это вы говорили о том, что здесь жили, да? Да, жили. Я вот там спал. Ну тут мама с отцом спали, дед он там с той стороны спал. Тут у нас это, вот там висела икона сейчас у меня там висит. Тут картина была тоже вот старая такая. Вот эта печь, она сложена уже по современному. Да, современно, это современная уже печь. И что, вот этой печки на зиму хватает 50 градусов? Ну, жили же мы тут. Тут жили, вот тут печка, и там печка. И вот тут вот лари вот эти вот, картошку хранили здесь вот. Это зимой, значит, это, как его, ну, осенью начинали, как только замерзнет это. И дом закрывали вот это. И было тепло. Ну, было тепло, мы босиком бегали тут с братом. Да. Смотри, видишь, карбаза какие, вот. Это вот поленья, которые вот были. Вот они, карбазные. Да. Не, ну да. А чем-то еще покрыты, что ли? Да. Не, ничего. Нет, так и есть. Так она есть. Листьями, У нас даже юрта листьями. точно такая же, только Тяжелая. поменьше была. Ничем не обрабатывали, он такой ласковый. Да. Ничем не обрабатывали. То есть время не берет, она наоборот, да? Да. Так ты ее топором не возьмешь это. Ну, у нас... Юрта, которую мы сегодня удивительным образом посетили, она яркий пример вот этого взаимодействия традиций, когда вот позаимствовали вроде бы внешнюю сторону, да, внутри вы сами видели, якутские юрты, они не имеют полов, да, они не имеют вот такого потолка, как здесь сделан потолок. Естественно, в якутской юрте никогда не бывает русской печи. А здесь мы с вами увидели вот такую удивительную трансформацию, такой вот удивительная конструкция печи в этом балагане. Она одновременно является и русской печью, и в то же время работает как камелек. Это тоже просто очень яркий, очень интересный, и, к сожалению, сейчас вот это вот увидеть практически невозможно. Нигде это не сохранилось, а вот в этом балагане, пожалуйста. Все. Мать такие пироги делала
с налима там это что-то вытаскивать. У него такая лопатка была деревянная, вот так, еще длиннее вот это, ну такая где-то. И вот она открывала вот эту заслонку, и следующую заслонку, а там, видать, угли были, вот это она, и оттуда вот доставала пирог, а это лист, вот где-то вот такой, однако, лист. И вот все, вся рыба вот эта, покрытая вот этим вот рисом, там вот это, с луком, там, ой, ну это. камелек как использовали? А камелек, ну, как, так это, чтобы поддержать, что-то там, кто-то в гости приходил, там это раньше же на лучинах все было, на лучинах вот. Вот они, камелек этот разожгут и сидят там, это, разговаривают друг другу, рассказывают там, эти, старики особенно вот это. Вот это вот, пожалуйста, тоже рассказ, этот балаган, это тоже определенный рассказ вот о повседневности, как жили эти простые люди в нашем городе. Телепрограмма «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска восстанавливает старое кладбище в местности Хатынурях, столице Якутии, для создания сквера памяти поколений. Мы публикуем фамилии сохранившихся имен на старом кладбище. Просим откликнуться семьи людей, захороненных на кладбище, проживавших или проживающих в местности Хатынурях, столице Якутии. Это семьи Шепелевых, Рыбниковых, Силаевых, Округиных, Сергеевых, Поповых, Терентьевых и Кондратьевых. Если что-либо вы знаете и думаете, что это ваши родственники, обращайтесь на электронную почту okruг_tv@mail.ru с пометкой «Сквер памяти поколений» или по телефону 7914 2 753 111. Уже сделана определенная работа. Подробности вы можете увидеть на нашем сайте Округ ТВ в рубрике «Память поколений».